В этой части поселка Войково протекает река Сунжа. В весеннее половодье она доставляет немало хлопот местным жителям. Дом Али Бисултанова расположен у самого берега. Наводнение летом 2011 года нанесло значительный ущерб его жилищу. В целях предотвращения повторного потопа по поручению главы республики берега Сунжи были укреплены. خسخوش آرا بحکر شما اکورات نوقتین سرم از نیاز نجوا هر شما گر هر باغی دیوان مساعد اسویشینش یوشه اسوالت بیلن خمتی شما گر نوی ودینو لینی لن نفسه улицу. По словам специалистов, подъем уровней рек происходит из-за таяния снега и ледников в горных районах, а также вследствие продолжительных дождей. За гидрологической обстановкой на территории республики наблюдают с помощью специальных приборов. Раньше был метод такой, там рейка стояла, надо было градусник опускать. А сейчас автоматика. Раз нажимается на кнопку, пару секунд, и после этого вот здесь на табло высвечивается цифра, уровень воды 87 сантиметров. Этим самым нам не надо больше ничего. И визуально посмотрим. Вода спокойная. Таких гидропостов в республике 15. Все они полностью автоматизированы. При угрозе осложнения паводковой обстановки запланировано создание дополнительных пунктов. Критическая, значит, отметка нашего поста на реке Сунжа в городе Грозном 5,8 метра. Если так анализ сделать, в 1936 году критическая отметка была самой высокой за многолетнее наблюдение. Это доходило до 710 кубометров в секунду. В случае возникновения паводков в постоянной готовности находятся более 500 сотрудников экстренных служб, 885 единиц техники и 15 плавательных средств. Для эвакуации населения определены места общего проживания. На сегодняшний день у нас на территории Чеченской Республики риски природного характера не прогнозируются. У нас благоприятная обстановка по прогнозу. У нас есть система, комплексная система экстренного оповещения, которая располагается на 12 участках на территории республики. Всего 34 участка, которые подвержены паводкам. Но из них на 12 участках у нас есть вот эта система установлена, которую мы можем контролировать с пульта оперативного дежурного ЦУКСа. В случае поднятия уровня воды он может провести оповещение населения. В 2015 году в республике запланировано проведение берегоукрепительных работ в Гутырмесском, Урус-Мартановском и Сунжинском районах. Проводится также обследование автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов, расчистка русел, рек от заторов. Эти меры должны спасти жителей республики от наводнений. Луиза Батыжева, Адам Чекуев, Абубакар Абазов. Новости.